По данным избирательной комиссии Тувы, в досрочном голосовании примут участие около 11 тысяч человек, проживающих и работающих в отдаленных местностях республики. Это 4,8% от общего количества избирателей. На предстоящих выборах жители республики будут выбирать главу председателя правительства Республики Тыва, депутатов Государственной Думы, а также депутатов представительных органов городских и сельских поселений. Как сообщили в избиркоме Тувы, досрочное голосование началось с труднодоступного Терехольского Кажуна. С 9 числа у нас в республике началось досрочное голосование труднодоступных, отдаленных в соответствии с нашим постановлением. К этим местностям у нас относится порядка 11 648 человек. В 17 кажунах будет проходить голосование труда, кроме города Кызыла и города Гдаурака. Высокогорные села, животноводческие стоянки, метеостанции, оленеводческие стойбища, погранзаставы имеются в большинстве муниципальных образований республики. Именно поэтому для организации досрочного голосования задействованы различные виды транспорта. С членами участковых избирательных комиссий выезжают наблюдатели, а также сотрудники правоохранительных органов. Процедура досрочного голосования пройдет с соблюдением санитарных норм. Комплекс обработки избирательных, это у нас будут стоять на 20 УИКах, и мы приглашаем наших избирателей 17, 18, 19 прийти на УИКи свои и проголосовать. Голосование, еще раз напоминаю, будет происходить с 8 часов утра до 8 часов вечера. Всего в предстоящих выборах на 78 избирательных участках с возможностью онлайн-контроля примут участие более 1000 независимых наблюдателей. В основные дни голосования 17 и 18 сентября учащиеся, чьи учебные заведения задействованы в качестве УИКов, будут переведены на дистанционный режим. Айдана Холы, Чайхан Дунгак, Миранергит, Тува 24.